Всем здравия, уважаемые соратники. Это видео мы делаем от городского совета народных депутатов города Ижевска Удмуртской ССР в помощь видео Мещеряковой Марины по теме проведения референдума по должности президента РСФСР Ельцина Бориса Николаевича. Ельцин Борис Николаевич был избран 29 мая 1990 года на должность председателя Верховного Совета РСФСР. Об этом информации в интернете более чем достаточно. Почему я это сейчас говорю? Потому что я хочу показать вам Конституцию. Вот она перед нами. РСФСР от 1978 года. И показать там некоторые моменты, которые в этой Конституции закреплены. Давайте посмотрим. Итак, вот перед нами Конституция. Страница 26-27, раздел 5. Высшие органы государственной власти и управления РСФСР. Глава 13. Верховный Совет РСФСР. Не буду все зачитывать. Начнем с статья 106. Верховный Совет РСФСР избирает председателя Верховного Совета РСФСР и 8 его заместителей. Председатель Верховного Совета РСФСР руководит заседаниями Верховного Совета РСФСР и ведает его внутренним распорядком. То есть здесь черным по белому прописано, что функции председателя Верховного Совета РСФСР – это руководить заседаниями Верховного Совета РСФСР и ведать его внутренним распорядком. Больше здесь ничего не прописано. Далее смотрим. Статья 110. Законы РСФСР, постановления и иные акты Верховного Совета РСФСР публикуются за подписями председателя и секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. То есть все документы, акты, законы, постановления, согласно статье 110 Конституции РСФСР 1978 года, обязан подписывать председатель Президиума Верховного Совета РСФСР и секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. К чему я это сейчас говорю, сейчас вы поймете. Итак, перед нами газета, российская газета, суббота, 27 апреля 1991 года. Выходит, как здесь написано, с ноября 1990 года, номер 90, в скобках 136, издание Верховного Совета РСФСР. Цена вот 10 копеек даже указана. То есть, смотрите, я на что хочу обратить внимание, я не буду все зачитывать. Вот перед нами закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о президенте РСФСР. И давайте посмотрим, кто его подписал. Вот здесь четко видно. Здесь пропечатано черным по белому. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин. То есть из предыдущего, что я вам показал и зачитал Конституцию, подпись здесь должна быть председателя Президиума Верховного Совета РСФСР и секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР. Поэтому, исходя из этого, все документы, которые подписаны Ельциным как председателем Верховного Совета, согласно Конституции РСФСР от 1978 года, незаконны. Поэтому Марине мы приняли решение помочь в этом отношении. В отношении газеты, мы эти газеты просмотрим обязательно, сделаем, фотокопии и посмотрим, кто подписывал там что. Но я уверен, более чем уверен, что все было подписано точно так же председателем Верховного Совета РСФСР.
Вот такая наша помощь, значит, от городского совета народных депутатов. Я предлагаю вообще всем гражданам СССР объединяться и совместно начинать действовать по восстановлению органов управления законодательной и исполнительной власти обновленного СССР. Благодарю за внимание.